Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, что осталось от «Газели», которую при въезде в Казань раздавили два грузовика. Его как гармошкой. Ладно, еще в лобовой 100% трупа были. Водитель и пассажир чудом остались в живых. Расскажем о столкновении двух грузовиков на улице Болотникова. Очень скользко. И гибели мужчины под стрелой автокрана в Альметьевске. А также подробности ранения мужчины и женщины, разбитой бутылкой на улице в Нижнекамске. Все это прямо сейчас. Два человека пострадали в результате серьезной аварии при въезде в Казань. Рядом с развязкой в аэропорт «Газель» буквально раздавила между двух грузовиков, груженные семенами подсолнечника фуры и самосвалом, едущим в Казань на загрузку. От легкого грузовичка осталась только груда искореженного металла. Медицинская помощь потребовалась его водителю и пассажиру. Выжили они, как считают остальные участники аварии, лишь только чудом. Он в шоке, ничего не говорил. То, что водитель и пассажир «Газели» после того, как их вытащили из разбитой кабины, могли сами стоять на ногах, иначе как чудом остальные участники аварии не называют. Грузовик буквально расплющило между фурой, груженной семенами подсолнечника, и самосвалом «Вольво», водитель которого ехал в Казань из Алексеевского за песком. Там у него голова просто немножко разбита или что, на ногах он, все нормально. В шоке, просто разговаривали, стоял он, курил, пока скорую ждали. Рассказывает, пассажир «Газели» чувствовал себя лучше водителя, но ему потребовалась помощь медиков. Обоих прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали. Я просто стоял, и такой удар у меня в зад. Что там случилось? Я только выскочил, смотрю, вот вся такая история. Водитель КамАЗа рассказывает, ехал в Казани, но у развязки в сторону аэропорта движение было ограничено. Остановился и даже включил аварийную сигнализацию, и тут сильный удар сзади. А получилось как? «Газель» тоже останавливал, «Вольво», видать, догнала его. Он, видишь, помял. И его как гармошкой. Ладно, еще в лобовой зад. Он бы смел бы, там 100% трупа были. Водитель самосвала «Вольво» говорит, сделал все, что мог, но гололед дал о себе знать. Посыпали дорогу только после аварии. На дороге гололед вообще стоять невозможно было. Мужчина рассказывает, все произошло быстро. Увидел, что едущая впереди «Газель» начала тормозить. Заметил, что до стоящей фуры остановиться она не успевает, как, впрочем, и он сам. Как увидел то, что останавливается «Газель», по тормозам тоже. Он заверял сразу, хотел уйти от удара с ней. И в этот момент я ее тоже догонял. Удар «Газели» об фуру был по касательной. Это, считают, и спасло людей в кабине. Небольшие травмы получил и водитель самосвала. Но к медикам обращаться не стал. Больше заботил вопрос, как эвакуировать грузовик. После столкновения он был уже не на ходу. Фура в аварии почти не получила повреждений. Сирина Васильева, Дарья Кореева, «Вызов 112». Еще одна авария произошла буквально в паре километров от предыдущей в Лаишевском районе республики. Там большой груз «Вольво» протаранил кроссовер «Киа». Последний от удара развернул и едва не выбросил с дороги. Продолжить движение автомобиль смог только на эвакуаторе. У грузовика повреждения были менее значительные. Водители автомобилей в столкновении не пострадали. Гололед стал причиной столкновения двух грузовиков на улице Болотникова в Казани. Водитель фуры остановился перед перекрестком с улицы Лазарева на запрещающий сигнал светофора. Сильный удар сзади последовал буквально через несколько секунд. Водитель «Фотона» сразу признался, сделал все, чтобы остановиться, но автомобиль его просто не слушался. Очень скользко. Водитель «Фотона» при ударе повредил ногу, но к медикам сразу обращаться не стал. Рассказывает, сделал все, что мог. Но погода и состояние дороги были против него. Поздней ночью автомобилей на улице Болотникова практически не было. Но это не повод игнорировать светофор, рассказывает водитель фуры. И перед перекрестком с улицы Лазарева остановился на запрещающий сигнал. Водитель «Фотона» все это видел. Тормозить, рассказывает, начал заблаговременно. Конечно, останавливался. Он торможение-то он, наверное, от той фуры тормозить-то я начал. Тормозов груженный автомобиль не слушался. Снижать скорость мужчина начал двигателем. Понизил передачу, как положено. Притормаживать, она катится и катится. К
К тому времени, рассказывает, уже понимал, что столкновения не избежать, но оставалась единственная надежда, что его увидит водитель МАНа и проедет вперед. Я сигналил, да что сигнал-то дохленький, поморгал, моргал, он не заметил, видимо. Сейчас спрашиваю, я говорю, заметил, нет, не заметил. В фуру врезался специально, чтобы минимизировать ущерб, пусть и с риском для себя самого. Тут машины шли, не свернуть было единственный путь, только ему заезжать, самое дешевое. Тут бы людей снес. Той стороной тоже. Я бы машину зацепил. За годы, которые провел за рулем грузовика, повидал всякое. Говорит, к удару был, если не готов, то знал, что надо делать. Я знаю, что в таких ситуациях происходит. Раз только удар, все зажало, его потом не достать оттуда. Поэтому я уже вижу, что все тут без вариантов. Ручник дернул, ноги на сиденье-то начал поднимать. Вот одну-то успел поднять, вторую-то не совсем. Ногу прижало. К произошедшему оба отнеслись философски. На дороге случается всякое, а ущерб возместит страховая компания. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, вызов 112. Стрела автокрана упала сегодня утром на 46-летнего рабочего в Альметьевске. Во время выгрузки металлических труб конструкция не выдержала и рухнула прямо на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте. Прокуратура совместно со специалистами организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии и при наличии оснований примет меры реагирования. Двух молодых людей, одному 21 год, другому 19, задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в частном секторе поселка Большие Клыки. На улице Южная при виде стражей порядка они сильно занервничали и попытались выбросить сверток, но не успели. Его изъяли, содержимое отправили на экспертизу, и после получения результатов, что за вещество хотели выкинуть молодые люди и каков его вес, будет приниматься процессуальное решение. Конфликт, переросший в ранение двух человек, мужчины и женщины, произошел во дворе одного из домов в Нижнекамске. Словесная перепалка между компанией и случайным прохожим быстро переросла в потасовку, во время которой проходящий мужчина разбил 2 бутылки и с осколками напал на людей. Самое серьезное ранение получила девушка. За ее жизнь сейчас борются врачи. На записях с камеры видеонаблюдения видно, что и сама ссора возникла из-за нее. Конфликт в одном из дворов на улице Мира в Нижнекамске моментально накалился до предела. От первой фразы до нападения на оппонентов с 2 разбитыми бутылками, в народе называемых розочками, прошло буквально несколько секунд. Напав на мужчин, он не остановился. Той же разбитой бутылкой он напал и на девушку. Удар пришелся в шею. Пока ее спутники вызывали скорую помощь, нападавший скрылся. Нет! 92! Руку! Его путь удалось отследить по камерам видеонаблюдения, но не полностью. Задержать нападавшего пока не удалось. Маршрут виден, да, он обежал сзади дома и, соответственно, удалился в сторону проспект Мира, в сторону домов Мира 107, 109, 105. Можем дальше просмотреть и узнать, где он находится на данный момент. Данный инцидент мы видим с 3 камер, то есть с разных ракурсов, то есть есть понимание, из-за чего инцидент произошел, потому что не просто так парень подошел и разбил бутылки, ударил девушку. Благодаря камерам стала понятна и причина конфликта. Прохожему не понравилось поведение этой девушки. Она прямо на тротуаре, по которому шел мужчина, решила справить малую нужду. Конфликт вспыхнул моментально. Итог: 2 человека в больнице, 1 в розыске. Установлено, что между одним из жителей дома и приезжей компанией возник конфликт, переросший в драку. В результате девушка и ее приятель получили ножевые ранения и были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Личность подозреваемого уже установлена. Вероятно, найти его будет несложно. Раненая женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. За ее жизнь сейчас борются врачи. По предварительной информации, у пострадавшей 3 детей, младшему из которых нет даже года. Рания Абдрахманова, Александр Халин и Максим Липин. Вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.